Особенности работы школы, функционирующей в неблагоприятных социальных условиях в период ограничительных мероприятий. Из опыта работы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа номер 24 города Читы по оказанию адресной методической помощи педагогам при организации дистанционного обучения. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Шипицына Людмила Александровна. Добрый день, уважаемые коллеги. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение, средняя общеобразовательная школа номер 24, является образовательной организацией, работающей в сложных социальных условиях. Качественное образование и обеспечение равного доступа к нему для всех детей, вне зависимости от социального, экономического и культурного уровня их семей, одно из ключевых направлений, над которыми работает педагогический коллектив школы. С 2017 года наша образовательная организация является участником реализации мероприятий федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы по направлению 2.2, повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. Педагогическому коллективу и административно-управленческой команде школы оказано комплексное методическое и тьюторское сопровождение участия в программе специалистами Института развития Забайкальского края, Комитета образования администрации городского округа город Чита, городского научно-методического центра. Выстроена система мониторинга профессиональных дефицитов учителей школы. Отслеживается динамика качества образования по учебным предметам. 100% педагогического коллектива школы прошли курсы повышения квалификации по программе повышения качества образования в школах, функционирующих в сложных социальных условиях. Проведя сравнительный анализ результативности обучения учащихся школы, наблюдается положительная динамика качества знаний. Системная работа педагогического коллектива, направленная на повышение качества образования, позволила образовательной организации выйти из красной зоны в желтую в рейтингах качества образования среди школ Забайкальского края. Еще недавно, обсуждая на педагогических советах непрерывный профессиональный рост учителя, профессиональную мобильность и КТ-компетентности, мы не могли предположить, насколько стремительно войдут в нашу профессиональную деятельность нововведения, которые позволят взглянуть на работу учителя совершенно по-новому. Организация обучения с применением дистанционных технологий в режиме строгих ограничительных мер – это первое, что принесла в жизнь педагогического коллектива нашей школы пандемия коронавируса. Нам уже приходилось работать в режиме карантина во время сезонного гриппа, но с такими жесткими и длительными ограничениями мы столкнулись впервые. В ситуации, когда возникла острая необходимость в сжатые сроки перестроиться для работы в новом формате, большинство учителей нашей школы испытали чувство растерянности и тревоги. В первую очередь административной командой школы был проведен анализ условий образовательной организации, позволяющих организовать дистанционное обучение. Были проанализированы внутренние кадровые и материально-технические ресурсы школы для организации дистанционного обучения, а также ресурсы обучающихся для возможности участия в дистанционном обучении. В ходе анализа было выявлено, что в семьях, проживающих в сложных социальных условиях, нет хорошей компьютерной техники с выходом в интернет для работы в дистанционном режиме. Если есть сенсорный телефон, то он низкой мощности и не поддерживает многие приложения. Более мощные телефоны у родителей, которые во время занятий находятся на работе и могут выйти на связь с учителем только в вечернее время. У 14 обучающихся полностью отсутствуют средства связи. Учитывая выявленные проблемы, педагогическим коллективом школы было принято решение выстраивать работу по организации дистанционного обучения так, чтобы минимизировать влияние неблагоприятных социальных факторов. Это составление удобного расписания уроков, выбор платформ для проведения уроков в режиме онлайн-конференции, которые не требуют много места в памяти телефона, либо работают по принципу одного окна. Видеозапись уроков, взаимодействие с обучающимися в режиме телефонного разговора или через группу в Вайбере, а также работа во из образования дистанционной системы Забайкальского края. Вариативность организации дистанционного обучения позволяет каждому ребенку выбрать удобный формат взаимодействия с учителем. Решением проблемы отсутствия обучающихся средств стало и наличие в школе планшетного класса на 16 планшетов. Это позволило обеспечить оборудованием нуждающиеся семьи.
Еще одним предметом анализа стали факторы, вызывающие повышенную тревожность учителя перед организацией дистанционного обучения. Оказывается, многим сложно преодолеть психологический барьер перед камерой. Давайте попробуем порепетировать перед зеркалом свое выступление. Чаще всего выступающий находит в себе много изъянов и очень критично относится к своему внешнему виду, манере говорить. В режиме традиционного урока на такие моменты учитель практически не обращает внимания, он не видит себя со стороны. В режиме онлайн-конференции все с точностью наоборот. Поэтому учителю необходимо научиться правильно устанавливать камеру во время трансляции онлайн-урока, продумать свой образ. Кстати, как показала практика, строгий костюм чаще всего вызывает ассоциации со скучным обучением в школе. Лучше что-то скромное, неоткрытое и не вульгарное. С первых же дней ограничительных мероприятий была организована мобильная адресная методическая помощь педагогическому коллективу при организации дистанционного обучения. Получилась своеобразная персонифицированная модель методической поддержки учителя. В школе был назначен координатор и администратор, ответственный за организацию дистанционного обучения. Им является заместитель директора по учебно-воспитательной работе. Первое методическое занятие провели в режиме онлайн-совещания, на котором мы обсудили все вопросы, касающиеся данной формы работы. Попробовали работу в виртуальном классе обучающей платформы Учи.ру, поработали на платформе Zoom, обсудили возможности использования системы дистанционного обучения Забайкальского края и других обучающих платформ. Была сформирована рабочая группа из педагогов, которые в своей профессиональной деятельности уже пробовали использование дистанционных технологий, свободно работают с мобильными приложениями, имеют опыт создания собственных электронных ресурсов. Рабочая группа взяла на себя функции помощников-консультантов по вопросам установки мобильных приложений, использованию обучающих платформ. Учителя помогали друг другу разобраться в многообразии инструментов для организации дистанционного обучения, проводили друг для друга тренировочные онлайн-конференции с использованием различных платформ. Во многом помог уже накопленный опыт. В 2019 году школа вступила в проект «Цифровая образовательная среда». Участие в проекте позволило расширить возможности использования качественного оборудования и программного обеспечения в образовательной и воспитательной деятельности школы. Педагогами школы активно используются технологии БИОТ «Принеси свое собственное устройство». Педагоги и обучающиеся школы учатся использовать мобильные приложения и веб-сервисы в организации уроков и неурочной деятельности. Педагогами используются такие мобильные приложения, как Mentimeter, QR-код. Умение организовывать групповую работу с онлайн-документами помогло в условиях пандемии быстро сформировать расписание дистанционных уроков. В целом расписание дистанционных уроков такие же функции, что и у обычного расписания, но оно позволяет планировать специфические моменты. Поскольку дистанционное обучение преимущественно предполагает работу школьника с компьютером, важно не переутомить ученика. Онлайн-урок должен длиться меньше обычного занятия в классе. Общее количество времени, которое понадобилось ребенку на все запланированные учебные мероприятия, также должно быть ограничено. Педагоги и обучающиеся школы успешно работают на учебных платформах «Российская электронная школа», «Учи.ру», «Проектория», «Я-класс», «Оксфорд», онлайн-сервисы при подготовке государственной итоговой аттестации. Для методической поддержки педагогов в 2018 году создана методическая корпоративная почта. Также функционирует электронная учительская, где педагоги могут оперативно обмениваться информацией. В школе разработана и реализуется программа повышения профессиональной компетентности педагогов, дистанционное обучение в школе, практические инструменты и приемы работы. В программу вошли материалы учебного курса, разработанного специалистами медиагруппы акционов ФЦР образования, с которыми школа сотрудничает уже несколько лет. Но программа внутрифирменного обучения предусматривает не только изучение теоретического материала, но и проведение практических занятий по трансляции успешных практик организации дистанционного обучения внутри педагогического коллектива. В новом учебном году 15 педагогов школы проходят обучение на курсах повышения квалификации в городском научно-методическом центре города Читы «Методическое и техническое сопровождение дистанционного обучения».
При организации данного направления работы необходима командная работа педагогического коллектива и, безусловно, методическая поддержка специалистов Института развития и образования Забайкальского края и городского научно-методического центра, которую школа получает в полном объеме. Дистанционное обучение стало неожиданностью не только для учителей, но и для родителей. Дети, которые большую часть дня проводили в школе, теперь постоянно дома. Родители вынуждены контролировать их обучение, работать удаленно, а в перерывах заниматься домашними делами. Важным моментом стало то, что нам было необходимо не только организовать уроки, но и максимально сохранить все традиции школы, воспитательную работу, а также дополнительное образование детей. Большое спасибо хочется сказать родителям обучающихся, которые, несмотря на трудности, выступают в роли партнеров педагогического коллектива по обучению и воспитанию своих детей. Своевременное и качественное информирование родителей по всем вопросам организации дистанционного обучения, проведение родительских собраний в режиме онлайн, привлечение родителей к сотрудничеству при организации воспитательных мероприятий позволяет ученикам и их семьям освоиться в системе дистанционного обучения, почувствовать дух сотрудничества, проявить творческую инициативу. Мы не стали отменять уроки музыки, ИЗО, физической культуры, ведь теперь они играют важную роль разгрузки и смены деятельности. Ребята вместе с преподавателями организуют песенные флешмобы, тематические выставки онлайн-рисунков, акции. Учителя физической культуры ведут веселые спортивные разминки, учат детей упражнениям для снятия усталости глаз после работы на компьютере. В стороне не осталось ученическое самоуправление школы. Ребята создали новостную ленту «Школы-24» ВКонтакте, стали инициаторами акций «Здоровая школа-24», «Георгиевская лента», «Карантин не помеха для добрых дел», «Мир моих увлечений», «Песни, опаленные войной», «Моя любимая книга». В онлайн-режиме работают кружки и творческие студии. Самой большой проблемой для всех участников образовательных отношений является отсутствие живого общения, когда рядом нет человека, который мог бы эмоционально скрасить знания. Это значительный минус. Безусловно, учителя сегодня уже не те, что были прежде. Они более мобильны и креативны. Мы многое взяли для себя из этой ситуации, научились быстро реагировать на изменяющиеся условия, находить оптимальные методы и формы работы. Думаю, что когда мы вернемся к обычной жизни, новые знания и навыки не окажутся бесполезными. Пандемия пройдет, а дистанционное обучение останется важным образовательным инструментом. Хочется верить, что вот-вот зазвучат аплодисменты в честь окончания всех вирусов, в честь врачей, в честь учителей, родителей, в честь всех тех, кто вложился в эту победу. Мы победим. Спасибо за внимание.